Окаванго – река в Африке, которая имеет исток и устье внутри континента, но не впадает ни в какие моря. Именно так назвали новый 7-местный кроссовер в Geely. И если брать его размеры, то он, к примеру, больше, чем Kia Sorento по всем параметрам. В длину, в ширину, в высоту, в клиренс и даже в колесную базу. При этом только передний привод. И для наших хейтеров, которые считают, что кроссовер должен быть только полноприводным, можете сразу не смотреть это видео дальше. Ну а для более адекватных зрителей расскажу сегодня про Окаванго. Здесь под капотом 2-литровый турбомотор, который уже знаком вам по новому Geely Atlas, по Geely Manjaro, Geely Tugela, мощностью 200 лошадиных сил под наш рынок. 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с 2 мокрыми сцеплениями и только передний привод. Спереди огромная решетка радиатора, хромированные вертикальные полосы, в Geely их называют ледяной водопад, новые логотипы, камеры кругового обзора, снизу серый крашеный пластик, не крашеный пластик, противотуманных фар нету, но есть передние парктроники. При этом здесь светодиодные линзованные фары, автоматический ближний свет, ближний и дальний в одной линзе и светит неплохо, цветовой пучок здесь действительно достойный. Светодиодные поворотники, как в Geely их называют набегающие волны, трехсекционные в каждой фаре. 4,86 метра в длину, при колесной базе в 282,5 сантиметра, при этом заявленный клиренс 184 миллиметра, но это по самую нижнюю точку. Как мне кажется, здесь по порогам, сантиметров 20, сегодня немножко пойдем дальше, померим по нижнюю точку порога. Ну, вот как и есть, да, 21 сантиметр по пороге, и действительно это видно. Передняя часть чуть ниже свисает, задняя часть бампера чуть выше. Конечно, бесключевой доступ, он сенсорный на обеих передних дверях. При этом есть все 3 контура резинок на задних дверях. Спереди тоже. 1, 2, 3 контура есть. Это хорошо. Все полностью на светодиодах, поворотники, стоп-сигналы, задний ход, дополнительный стоп-сигнал в спойлере на крыше и даже противотуманный фонарь снизу бампера тоже на светодиодах. Ну а дизайн, соответственно, отсылает нас к концепту, в стилистике которого выполнен новый Atlas. Кстати, у багажника есть автоматическое открытие, то есть сервопривод, и оснащается Окаванго в верхней комплектации этой опции. И знакомый нам по Emgrand алгоритм открытия, то есть когда вы находитесь с ключами сзади автомобиля и ваши руки заняты сумками, автомобиль находит ключи в кармане и открывает крышку багажника. При этом высоту крышки багажника можно отрегулировать в 3 положениях. Это делается через меню мультимедийной системы. Ну а сам объем багажника здесь 193 литра. При разложенных всех 3 рядах сидений, при сложенных сидениях 3-го ряда 628 литров, а при сложенных сидениях 2-го и 3-го ряда получается огромные 2360 литров. И это самый большой показатель, кстати, в классе. Здесь у нас есть небольшой органайзер, вернее даже большой органайзер и набор инструментов, домкрат, все как полагается. А само запасное колесо крепится снизу, там докаточка. При этом слева есть еще розетка и единый светодиодный плафон, он находится на потолке. Это, кстати, хорошо на практике, когда вы загружаете багажник, свет все равно не перекрывается. И плафон, кстати, очень яркий. Как говорится, доверяй, но проверяй. Проверим высоту. Заявлено 84 сантиметра. 84,5 сантиметра. Здесь точно. Теперь от спинки передних сидений до крышки багажника заявлено 2,2 метра длины. Давайте примерно, наверное, от головы будем мерить. Я не вижу. 2,1,24. Ну, почти. 2 метра 12,5 сантиметров. Но это уже неплохо, согласитесь, когда вы постелите здесь матрас на природе, уже даже высокие люди до 2 метров здесь могут расположиться. Вообще я бы сравнил, наверное, Окаванго с концерном ВАГ, может быть, Terramont или Шкода, когда очень много внимания уделяется различным секциям, отсекам для хранения вещей. На 2-м ряду здесь 3 отдельных сидения, каждое из которых может двигаться продольно, отдельно, независимо от соседних сидений. И при этом, как заявляют в Geely, самый большой отсек для посадки на 3-й ряд, больше 31 сантиметра. Говорят, что на заднем ряду, в отличие от многих других конкурентов, могут поместиться взрослые люди. Опа! Максимально отодвинули сиденье 2-го ряда. Смотрите, сколько места еще перед коленями остается. Ну да, я сижу низко, потому что сам 3-й ряд расположен низко. Но при этом, смотрите, осталось место над головой.
По ширине вполне себе, я могу сказать, что второй взрослый человек здесь поместится. Есть подлокотники, есть даже отсеки для хранения смартфонов, друзья. Так, Pro Max не помещается, прошка поместится. 2 подстаканника по краям. И еще блок управления климатической системой сзади. То есть интенсивность кондиционера можно отдельно регулировать на 3-м ряду. И 2 дополнительных воздуховода. Ну и теперь обратный трюк. Выход из 3-го ряда взрослому пассажиру. Оба! У сидения водителя есть функция комфортного доступа, то есть оно отъезжает, когда вы глушите автомобиль, и подъезжает, когда вы садитесь за руль. При этом сиденье водителя имеет регулировку в 6 направлениях, а у пассажира электропривод в 4 направлениях, но это прерогатива, опять же, верхней комплектации. В нижней комплектации будет механическая регулировка переднего пассажирского сидения. Хотя есть механическая регулировка наклона руля и вылета. Вот это максимальное положение. И здесь в максимальной комплектации есть еще память на 2 положения водительского сидения. Сама форма руля уже знакома. Руль точно такой же, как на Тугеле. Есть механические рычажки по бокам. Система hands-free для телефона. В общем, здесь все хорошо. Также слева есть блок управления яркости подсветки панели приборов, наклона фар и кнопка открытия багажника. И первое, что бросается в глаза, когда вы садитесь в Окаванго, это очень просторный и светлый салон. Действительно, если посмотреть на профиль автомобиля спереди, видно, как передние стойки располагаются почти вертикально. То есть много места между передними стеклами. Здесь спереди перед водителем и пассажиром большое пространство. Дополняет картину, конечно, огромная панорама на больше, чем квадратный метр в площади. Плюс передняя часть люка открывается, конечно же, есть черный потолок текстильный, виниловые солнцезащитные козырьки, светодиодная подсветка всего салона, можно отдельно включить секции и обилие различных кармашков по всему салону. Обивка сидений из кожи с перфорацией тоже идет в базовой версии, при этом есть бронзовая прострочка, достаточно комфортные сами сиденья, есть ромбики, то есть какой-то дизайн тоже присутствует. При этом обратите внимание, что кожзамом и винилом здесь обшиты все места, докуда вы дотягиваетесь. Передняя карта дверей, задняя карта дверей, передняя панель, везде есть бронзовая прострочка, бронзовые вставки. Это все идет в базе во всех комплектациях. То есть такой черный салон с черным потолком будет даже в базовом Окаванго. Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем на 12,3 дюйма и Bluetooth идет также в базе. Здесь есть возможность подключения смартфона Android через кабель, и Apple CarPlay также здесь встроенный. Аудиосистема на 6 динамиков, цифровой дисплей на 10-25 дюймов в приборной панели, беспроводная зарядка и 4 гнезда формата тип А, 2 спереди и 2 сзади. И опять же о трансформации салона. Здесь есть большой отсек с уже знакомыми нам ограничителями этой зоны. Можно сделать отсек для 1 стакана чая или кофе или 2. Таким образом максимально можно кастомизировать под себя. При этом под шторкой у нас находится еще один большой отсек, куда помещается полноценный большой стакан кофе. И есть еще один отсек для мелочевки. Подлокотник двухсекционный, небольшого размера, но с охлаждением. И уже опять же знакомый нам по автомобилям Geely крючок для пакетов в передней части автомобиля. При этом с пульта можно открыть все окна и панорамный люк летом, если вдруг вы хотите проветрить салон, или также закрыть одной кнопкой. Передние стекла однослойные, с защитой от защемления, классно расположены боковые зеркала, они здесь на ножках, и появляется маленькая форточка стеклянная, которая минимизирует слепую зону. Это опять же хорошо для автомобилей с таким дизайном. Садишься в Geely в очередной раз и понимаешь, что вот с эргономикой ребята точно на «ты». Подлокотник на дверной карте, ручка на дверной карте, ручка открытия двери. Все находится эргономически удобно и там, где должно быть. Здесь на рычаге еще есть кнопка электронного стояночного ночного тормоза и качающийся рычажок переключения режимов вождения эко, комфорт и спорт. На протяжении 2 лет в Geely занимались настройкой шасси и подвески. Говорят, больше 194 вариантов настройки амортизаторов было опробовано, прежде чем выкатили вот эту версию для нашего рынка. 180 мм диапазон хода передней подвески и 200 мм диапазон хода задней подвески. И это чувствуется, когда ты начинаешь ехать по вот такой загородной дороге с ямами, с буграми. Никогда подвеска не пробивала за время нашего теста. Вот сейчас, наверное, по картинке вы видите, по какой дороге мы едем. И посмотрите, никаких лишних скрипов в салоне. Никаких отбоев или пробивания подвески. Это вот тот случай, когда над подвеской для нашего рынка действительно поработали. И это хорошо. То есть есть полная адаптация для наших плохих дорог. Ну а сзади прям
просторно, как никогда. Ровный пол, можно пройти с левой стороны на правую или обратно. Здесь 3 кармашка у каждого пассажира на втором ряду сидений. Отлично помещается смартфон, и еще остается один большой. Здесь мягкий материал, то есть коленками, если даже вдруг упрешься, не будешь биться об жесткий пластик. Но даже сейчас вот это сиденье отстроено под меня, мой рост 187 сантиметров, на вальяжное положение. Посмотрите, сколько еще остается пространства перед коленями и для ног под сиденьями. Ручки с микролифтом, крючки для вещей, светодиодная подсветка на втором ряду. Все это, конечно же, присутствует. В центральном туннеле воздуховоды, кнопочный подогрев сидений второго ряда в 2 режимах. Там 2 USB гнезда и небольшой отсек, опять же, для смартфона, если вдруг необходимо положить помимо этих 3 кармашков. Очень хорошо настроено шасси и работа робота с двигателем. Он позволяет вам действительно на переднем приводе заехать немного дальше, чем все другие кроссоверы. Сейчас система стабилизации в спортивном режиме дает немножко занести автомобиль, но при этом корректирует. Я поддал газа, и смотрите, она просто держит траекторию. Просто дает тебе чуть-чуть больше. Конечно, в спорт-режиме постоянная прокрутка колес на 2-й, на 3-й передаче, потому что излишняя мощность. 325 момента, 200 сил. Ну, это правда много для этого кроссовера. Помимо спортивного режима и системы стабилизации, есть система помощи при спуске Hill Descent Control. И с той скоростью, которой автомобиль ехал, он будет держать эту скорость. Ехали 20, будет 20, ехали 5 км в час, будет притормаживать 5. Это удобно вот для таких покрытий заснеженных, со льдом. Когда вы спускаетесь с гор, чтобы не перегреть тормоза, он будет системой ABS подтормаживать колесами и не давать автомобилю уйти в занос. На нашем рынке Geely Akavanga представлен в 2 комплектациях. 4 варианта окраски кузова. Это классический черный, белый, серый и этот фирменный синий. Все комплектации на 19-колесных дисках с профилем шин 235, 50, 19. Основные отличия в комплектациях спрятаны внутри автомобиля. Это приборная панель, память водительского сидения, электропривод пассажирского сидения, беспроводная зарядка, комплекс электронных помощников, панорамная крыша и сервопривод крышки багажника. В итоге, для кого подходит Geely Akavanga? Как мне кажется, для семейных, кому важно много пространства в салоне, чтобы была хорошая трансформация салона, полноценных 7 посадочных мест и, возможно, для тех, кто будет путешествовать на этом автомобиле по хорошим дорогам. Ну и, конечно, мне интересно ваше мнение по поводу нового Geely Akavanga. После этого видео не забудьте посмотреть парочку других обзоров, которые мы рекомендуем прямо сейчас у вас на экране. Ну и до встречи!